هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Дорогие братья, да будет известно каждому, что Всевышний Аллах наблюдает за каждым человеком и знает все, что он делает, и знает то, что в его сердце. Аллах всевидящий и всеслышащий. И Аллах, Он всепобеждающий и всеподчиняющий, и Он, который воздает справедливым воздаянием беззаконникам. Он, который карает беззаконников и грешников, которые отвращаются от поминания Его и от покорности Ему, карает их страшным наказанием, мучителей которого нет, а это огонь ада. Потому и изучают верующие те грехи, которые могут стать причиной вхождения их в адский огонь. Да упасет Всевышний Аллах. Преступникам, для которых нет доли и счастья в вечной жизни, и которые бывают унижены уже в этом мире, относятся многие категории людей. Одна из них – это колдуны. Колдуны, те, которые занимаются колдовством, ас-сихр, их называют по-арабски сахир. Колдуны, знаете ли вы, кто это такие? Это те люди, которые утверждают, что они знают сокровенное, вещи, которые известны только Аллаху Субхану ва Тааля, которые знают будущее, которые знают какие-то тайные вещи, которые не может знать человек. Это те, которые разлучают мужей с их женами, те, которые вредят здоровью человека, которые вредят жизни людей, которые вредят семьям людей, которые вредят детям людей, которые распространяют порчу на земле, те, которые лгут людям, те, которые утверждают, что якобы они способны дать людям ребенка, наделить бездетных детьми, исцелить больных, и они лгут, и многие люди, к сожалению, слушают их и верят им. Те, которые распространяют ложь, которые измышляют ложь на Аллаха Субхану ва Тааля, которые являются мошенниками, нечестивцами. Мы должны знать, кто такие эти беззаконники, кто такие эти грешники, колдуны, для чего нужно знать их качества, для чего нужно знать их итог, для того, чтобы погиб тот, кто погибнет, имея довод, будучи предупрежденным, и для того, чтобы остался жить счастливой жизнью тот, кто услышал довод и последовал за ним. Итак, кто такие колдуны? Во-первых, да будет известно всем, что колдун – это муджрим. Муджрим, то есть преступник. Это преступник, это из самых страшных видов преступления, колдовство. Откуда мы взяли, что колдун – это преступник? Потому что об этом говорит Всевышний Аллах в Коране. Аллах в Коране, текст Корана
говорит, что они муджримы, то есть преступники. Когда Всевышний Аллах рассказывает о колдунах, которых фараон собрал для того, чтобы они сразились в поединке с Мусой, алейхиссалам, чтобы эти колдуны могли противопоставить Мусе свое колдовство и тем самым показать победу свою и победу фараона. Что произошло? Аллах Субхану ва Тааля даровал Мусе такое знамение, которое стало очевидной победой над этими колдунами. Колдуны, увидев это знамение, пали ниц. Они пали в суджуде. И они сказали: мы уверовали в Господа Мусы и Харуна, то есть в Аллаха Единого. И тогда фараон стал угрожать им смертью, смертной казнью. Они сказали ему: мы ни за что не отдадим предпочтение тебе. Не отдадим предпочтение тебе перед теми знамениями, которые пришли к нам, и перед тем, который нас создал. То есть мы не можем отдать тебе предпочтение перед Аллахом Субхану ва Тааля, предпочесть тебя, творение, Аллаху, который нас создал. Решай, что ты решаешь, принимай решение. Ты можешь принимать решения, только касающиеся этого мира, в этом мире. Мы уверовали в Господа нашего, чтобы Он простил нам наши грехи. И то колдовство, к которому ты принудил нас, то есть фараон, ты принудил нас к этому, мы уверовали в Аллаха, может быть, Он простит нам наши грехи, и это колдовство, к которому были принуждены тобой. Валлаху хайру ва абка, а Аллах, Он лучше и вечнее. Аллах, Он лучше и вечнее. И далее говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Иннаху ман я'ти раббаху муджрима, фа инна лаху джаханнам, ла ямуту фиха ва ла яхья». Поистине тот, кто придет к Аллаху преступникам, то ему будет воздаяние гиена, где он и не умрет, и не будет жить. وَمَنْ يَأْتِي مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. А кто придет к Аллаху верующим, совершая праведные деяния, то для таких возвышенные степени, то есть степени в раю. Посмотрите, что говорит Всевышний Аллах: «Иннаху ман я'ти раббаху муджрима». Кто придет к Аллаху преступникам, то есть Аллах называет колдунов преступниками. Аллах Субхану ва Тааля упоминает сначала о колдунах народа фараона, а потом после этого говорит, что они муджримы, упоминает о преступниках. Тот, кто совершает колдовство и потом умрет, не раскаявшись в этом, не уверовав, не вернувшись к вере, такой человек умрет кафиром, умрет неверующим, и для него вечный ад. Это первое, колдуны это муджримы, это преступники. Второе, колдуны это шейтан. Колдун это шейтан, это бес, это дьявол. Потому что шейтаны это те, кто возмутились против Аллаха Субхану ва Тааля, восстали против Всевышнего Аллаха. И есть две категории шейтанов, как вам известно. Это категория первая из числа джиннов. Эти бесы, дьяволы, шейтаны. И есть шейтаны из числа людей. Так вот, колдуны, они относятся к числу шейтанов из числа людей. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вама кафара Сулейману, валякинна шаятина кафару, юаллимуна наса сихра». Но не был неверным Сулейман, но были неверными шейтаны, которые обучали людей колдовству. Итак, Аллах Субхану ва Тааля называет тех, кто обучал колдовству, а это шейтаны из числа джиннов, и людей называют их шейтанами. Это и джинны, и люди называют их шейтанами. Да будет вам известно, что эти две категории шейтанов, шейтаны из числа джиннов и шейтаны из числа людей, между ними есть взаимодействие, между ними есть сотрудничество. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране об этом: «Шаятин аль-инси валь-джинни юхи ба'дум иля ба'дин зухраф аль-каули гурура». Шейтанов из числа людей и джиннов, которые внушают друг другу красиво разукрашенные слова обольщения. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, что в судный день, когда Он соберет всех людей и скажет: «Я ма'шар аль-джинни, кад истаксартум мин аль-инс». О джинны, о суммище джиннов, вы ввели в заблуждение многих людей. И тогда сказано,
что скажут приспешники этих шейтанов из числа джиннов, из числа людей: «Раббана стамта'a ба'дуна би ба'д». О Господь наш, одни из нас пользовались другими. То есть шейтаны пользовались нами, вводя нас в заблуждение, требуя от нас поклонения им. Мы же пользовались ими, идя у них на поводу, следуя нашим страстям и совершая в том числе колдовство. И далее они говорят: и мы достигли срока нашего, который ты установил для нас. И тогда Аллах скажет: адский огонь есть пристанище ваше, и в нем вы пребудете вечно. Итак, шейтаны из числа джиннов и шейтаны из числа людей заключают друг с другом договор. Договор. Соглашение. В этом договоре две стороны. Первая сторона — это шейтаны из числа джиннов. Вторая сторона — это шейтан из числа людей, то есть колдун. Сахир. Первая сторона, что она получает в результате этого договора? То, что шейтан из числа джиннов будет помогать колдуну, будет выполнять его требования, то есть предоставлять ему свои услуги в осуществлении колдовства. В свою очередь, что получает от договора шейтан из числа джиннов? Он получает подчинение ему, этого шейтана из числа людей, то есть подчинение колдуна. Он начинает ослушиваться Аллаха Субхану ва Тааля, выполнять, совершать разные грехи, в том числе грехи страшные, которые выводят человека из ислама. Это ширк, это различные виды куфра в обмен на услугу шейтана. Еще какую услугу требует от него шейтан из числа джиннов? Для того, чтобы он потом помогал ему в колдовстве. Как мы сказали, это страшные грехи, это ширк, это куфр. В частности, это известно, то, что они требуют от колдуна, шейтан и джинны, требуют от колдуна выполнения действий по унижению книги Аллаха Субхану ва Тааля. Так они требуют, чтобы колдуны клали страницы из книги Аллаха Субхану ва Тааля себе под ноги, то есть между своей стопой и обувью, и ходили так, топтали книгу Аллаха Субхану ва Тааля. Или они требуют, чтобы колдуны писали Коран скверной, то есть либо мочой, либо менструальной кровью писали текст Корана. Да упасет Аллах Субхану ва Тааля. Или требуют, чтобы колдуны брали книгу Аллаха Субхану ва Тааля и клали ее в грязные места, в туалеты, в отхожие места. Или в те места, где есть менструальная кровь у женщины во время их месячных. Или они требуют, чтобы эти колдуны мочились на странице Корана, книги Аллаха Субхану ва Тааля. Или они требуют от них еще чего? Совершения каких-то мерзостей, чтобы вступали они в половую связь с теми, с кем запрещено им вступать в половую связь, совершали зина, прелюбодеяние. Еще того хуже. Они требуют от них совершения зина с их матерью, или с их дочерью, или с их сестрой, или с их тетей. Еще того хуже. Они требуют от них ширк, то есть поклонение не Аллаху Субхану ва Тааля, поклонение шейтану. Они требуют от них резать животных. Это может быть курица, это очень распространено. Требуют от них зарезать курицу, пролить ее кровь ради шейтана, ради джинна. И этот человек режет эту курицу, колдун режет курицу, или режет барана, или другое животное, режет, не упоминая имя Аллаха Субхану ва Тааля, или упоминая имя шейтана, одного из джиннов. Может обмануть, сказать как будто бы бисмилля во имя Аллаха, но потом тут же что добавит, какие-то непонятные вещи, а это имя одного из джиннов, из шейтанов. Ширк, как вы знаете, в том числе резать жертвенное животное не ради Аллаха Субхану ва Тааля, это из самых страшных прегрешений. Если человек совершит это и не покается до смерти, тогда он никогда не освободится от адских мучений. Он навеки войдет в ад, не будет никогда прощен Всевышним Аллахом. Поэтому сказано у имама Муслима в хадисе от Али ради Аллаху та'аля: проклял Аллах того, кто режет животное не ради Всевышнего Аллаха. Очень часто колдуны совершают такое действие, как вступление в половую связь с теми женщинами, которые приходят к ним
ища у них лечения. Ведь многие, особенно женщины, к сожалению, и мужчины также, несмотря на то, что они превосходят женщин, казалось бы, в разуме, но не только женщины и мужчины, но зачастую женщины идут к колдунам, просят снять с них колдовство, колдовские чары, например, не может выйти замуж, она много времени. Просит у колдуна снять с нее заклятие, это колдовское. Колдун требует от джинна, который находится у него в услужении, принести колдовство, чтобы разрушить это колдовство. Джин же говорит, шейтан говорит, нет, не сделаю этого, не принесу тебе колдовство. Это до тех пор, пока не вступишь с ней в половую связь. И тогда он берет эту женщину или эту девушку, заводит ее в специальную комнату. У колдунов очень часто бывают специальные комнаты, как правило, это темные комнаты, затемненные. Там они остаются в уединении с теми людьми, которые приходят к ним, которые попадаются в их сети и вступают с женщинами в запрещенные половые связи. Аллах Субхану ва Тааля говорит: сообщить ли мне вам, на кого не сходят дьяволы, шейтаны? Они не сходят на каждого отъявленного лжеца-грешника. Посмотрите, колдунам не сходят шейтаны, они помогают им. Аллах Субхану ва Тааля как описывает этих людей, на которых не сходят шейтаны, к которым приходят шейтаны, сказано аффак асим, два качества. Аффак, что такое аффак? Отъявленный лжец. Колдуны, они мастера во лжи. Многие люди, к сожалению, у которых нет знаний, понимания религии, далекие от служения Аллаху Субхану ва Тааля, попадаются на эту ложь. Они расписывают различными словами тебе свой грех, и человек думает, что это что-то благое. А Аллах называет их аффак, лжецы. Они специалисты, очень искусные во лжи. Затуманивают разум людей. Второе качество асим, они грешные, то есть они ослушиваются Аллаха Субхану ва Тааля в угоду шейтану, совершая самые мерзкие грехи. Если ты пойдешь к колдуну, не дай Аллах, чтобы это было. Часто люди ходят к колдунам, потом говорят: я пришел к нему, и вдруг он мне сразу еще, мы не познакомились, он мне сказал, как меня зовут. Или он сказал, как зовут мою маму. Или он сказал, как зовут мою жену. Или он посмотрел на меня и сказал: у тебя в таком-то месте такая-то болезнь, в таком-то органе. И люди удивляются, говорят: ты посмотри, дар у человека. А еще колдун врет и говорит: это ангелы сообщают мне. Человек не знает, что ангелы сообщают только пророкам, а пророк умер, саллаху алейхи ва саллям, 1400 лет назад. Как могут ему ангелы сообщать? И человек думает, что это какой-то угодник Аллаха, что это аулия, вали, угодник Аллаха. Как же он сообщил мне такие вещи, о которых не может знать простой человек? А как это происходит? Да очень просто. Если ты знаешь акиду, убеждения ислама, ты должен знать, что этот колдун, как мы сказали, в договоре с шейтаном, его шейтан, который находится ему в услужении, идет к твоему шейтану, который возле тебя ходит, который твой карин, твой спутник, который все время старается сбивать тебя с прямого пути, идет к нему и узнает у него все, что нужно про тебя. Как звали твоего папу, дедушку, прадедушку, тебя, какими болезнями ты болел и так далее. Все просто. Джин возвращается к колдуну, сообщает ему об этом, и потом колдун говорит тебе, удивляя тебя, ты думаешь, что это угодник Аллаха, что это аулия. Сколько людей, не знающих религию, невежд, не знающих свою веру, попадаются на это. И начинают потом служить этому колдуну, выполнять то, что он скажет. Все, зарежь курицу, он режет курицу, зарежь, пролей кровь какую-то, проливает, пойди на такую могилу, сделай что-то и так далее. Он делает все, что говорит ему этот колдун. Обмажься кровью, он мажется кровью и так далее. Следующее качество колдунов, о котором говорит Аллах Субхану ва Тааля, колдуны, они муфсидуна фил ард, то есть они те, которые сеют порчу. Сеют порчу. Аллах Субхану ва Тааля, рассказывая об этом поединке между колдунами фараона и Муса, алейхиссалам, говорит, что Муса сказал им: бросайте ваше колдовство, показывайте, то есть сначала они. И сказано: «Фалямма алкау каля Муса ма джиттум бихи сихр». Когда они бросили свое колдовство, явили его, Муса сказал:
то, что вы сейчас принесли и показали, это сихр. Не иначе, как сихр. Это колдовство. Инна Аллах саюдхилю. Поистине Аллах разрушит его. Инна Аллах ла юслих амаля муфсидин. Поистине Аллах не дает успеха деяниям муфсидов. Муфсидов, то есть тех, которые сеют порчу на земле. Колдуны, воистину сеятели порчи и нечестия на этой земле. Потому что они, которые ведут постоянно работу, чтобы убить верующего, или чтобы пришел какой-то недуг к верующему, досадить ему как-то, или повредить его детям, или повредить его имуществу, или разлучить его с женой, вызвать конфликт между ним и его матерью, между ним и его отцом, между ним и его братом и так далее. То есть они вредят, воистину вредят людям, вредят верующим на этой земле, поэтому, конечно, они муфсиды. Они муфсиды. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валлазина юзуна аль-мукминина валь-мукминат, бигайри мактасабу, факад ихтамалу бухтанам ва исман мубина». А те, которые вредят, причиняют вред верующим мужчинам, неверующим женщинам, незаслуженно, то поистине взваливают на себя бремя клеветы и бремя явного греха. И Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране про шейтанов, что когда они учились колдовству, потом учили его, сказано: «Фаят'алламуна минхума ма юфарридуна биhi бейналь мар'i ва завджи». Они учились у них, то есть у двух ангелов, которые были фитной, то есть были испытанием для людей, учились у них тому, посредством чего они разлучали мужа с его женой. «Уама хум бидаррина биhi мин ахадин илля биизнилля». Никому не принесут они вред посредством этого, иначе как по соизволению Аллаха. Итак, сахир, колдун — это муфсид. Это сеятель порчи, нечестия на земле. Другое их качество. Сахир, колдун, никогда не обретет счастья. И это страшно. Колдун будет непременно опозорен в этом мире, унижен в этом мире. Умрет позорной смертью в этом мире. А в ахира нет ему доли. Не будет счастья. Поэтому сказано в Коране: «Ва'адки ма фи яминик». Брось, о Муса, то, что в твоей правой руке, это съест то, что сделали эти колдуны. Иннама сан'у кейду сахир. То, что сделали эти колдуны, не иначе, как хитрость, козни колдунов. Валя юфлиху сахиру хайсу ата. И не будет счастлив колдун, куда бы он ни пришел. Сказано, куда бы он ни пришел. И в этом мире, в вечном мире. Не будет счастлив колдун. Как после этого ты можешь идти к какому-то человеку? Конечно, он не называет себя колдуном. Конечно, он назовет себя экстрасенсом. Или назовет себя вали, угодником Аллаха, который имеет связь с Аллахом. Как ты идешь к нему после этого? Где твой разум? Как ты можешь думать, что этот человек может тебе без операции, например, удалить камни из желчного пузыря? Или испочить? Или вылечить твою болезнь, не имея никакого медицинского образования, ничего, не смысля медицины? Что он может как-то даровать тебе ребенка, если ты бездетный. Как? Каким умом ты идешь к этому человеку? Поистину, не будет счастлив колдун, куда бы он ни пришел. Следующее качество колдунов, братья, что колдуны, нет им никакой доли вечной жизни. Нет доли. Колдун, его пристанище адский огонь. И знали они, то есть те, которые обучаются колдовству, и делают потом его, то, что они купили из колдовства, то есть приобрели эти знания колдовства, что тот, кто купит это, нет ему вечной жизни никакой доли. Мин халак, то есть никакой совершенно доли. Аллахи, колдовство — это опаснейшая бактерия. Это опаснейшая болезнь в мусульманском обществе, к сожалению. И в обществе мусульман появляются такие люди, которые мучают верующих людей, верующих мужчин и женщин, которые утверждают, что они знают гайб, знают сокровенное, которые сбивают людей с прямого пути, которые заставляют их поклоняться, служить кому-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, обращаться с мольбами не к Аллаху Субхану ва Тааля, резать животных не Аллаху, заставляют носить какие-то амулеты, которые разлучают семьи, которые вызывают вражду людей друг с другом, которые лгут людям. Можно ли? Очень важный вопрос, который очень актуальный сегодня. И удивляешься, люди с высшим образованием, люди, которые называют себя интеллигенцией, они не знают этих простых вещей. Более того, они относятся к
главных распространителей этих идей, можно ли учиться колдовству или учить колдовству? Однозначно, это харам, это запрещено, это великий грех. Некоторые невежественные люди говорят, что якобы есть такой хадис: учитесь колдовству, но не совершайте его. Это ложь. Это ложь, возведенная на пророка, алейхиссалату вассалам. Никогда не говорил такой пророк, алейхиссалату вассалам: мусульманин не имеет права учиться колдовству или учить кого-то колдовству. Потому что Аллах субхану ва тааля порицает в Коране тех, которые учатся колдовству или учат им. И говорит Аллах субхану ва тааля: «Вама кафара Сулейман», но не был неверным Сулейман, «Валякинна шаятина кафару», но были неверными шейтаны, «Юаллимуна наса сихр», которые учили людей колдовству. Так те, кто учат людей колдовству, сказано, что это неверные. Это история, известная история, которая приводится в Коране, в суре Бакара. Иудеи, когда пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда приходили другие пророки, особенно это проявилось, когда пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, они отвергли Писание Аллаха, с которым пришел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и последовали за чем сказано в Коране, после того, как они отбросили Писание Аллаха, они последовали за тем, что читали, наговаривали шейтаны на эпоху Сулеймана. Шейтаны, когда умер Сулейман, алейхиссалям, пророк Аллаха, мы знаем, что Аллах даровал ему знамения, подчинив ему джиннов, подчинив ему многие другие творения, дав ему способность понимать язык животных, язык птиц, заставив шейтанов работать, джиннов работать и выполнять работу, которую приказывал Сулейман, алейхиссалям. Это было знамение от Аллаха и подчинение от Аллаха, субхану ва тааля, этих бесов, когда умер Сулейман, алейхиссалям. Что произошло потом? Шейтаны из числа джиннов и людей стали говорить на самом деле заветы Сулеймана. То, что оставил Сулейман, это вот это колдовство. И дали людям различные книги, в которых были записаны колдовские заклинания, стали распространять их, учить этому людей и говорить, что вот это то, что осталось от Сулеймана. Это есть учение Сулеймана. К сожалению, и сегодня многие люди, которые называют себя иудеями, они на самом деле распространяют вот эти вот колдовские вот заклинания, называют это каббала и так далее, говорят, что якобы это наследие Сулеймана. Аллах говорит, последовали за тем, что наговаривают шейтаны на Сулеймана. «Вама кафара Сулейман». Не был неверным Сулейман, но шейтаны, они были неверными. Они обучали людей колдовству и обучали их тому, что было ниспослано двум ангелам в Вавилоне, Харуту и Маруту. Харут и Марут, два ангела в Вавилоне, Аллах субхану ва тааля послал их как испытание людям. Да, они знали колдовство. Люди приходили к ним и требовали от них: научить их колдовству. Эти два ангела, как сказано в Коране, говорили: они говорили: поистине не учили никого, сказано в Коране, пока не говорили этому человеку: поистине мы не иначе, как искушение, испытание, не становились неверными. И так обучаться колдовству — это тоже неверие. Пророк, алейхиссалату вассалам, предостерег от того, чтобы приближаться к колдовству. Нельзя приближаться к нему. Пророк, алейхиссалату вассалам, назвал колдовство миналь мубика, то есть из страшнейших грехов, которые уничтожают, губят человека, обрекают его на вечный ад. И сказал: избегайте 7 губительных грехов. И назвал после ширка что? Сихар, колдовство. Сюда же, братья, относится обучение астрологии. Вот это бич сегодняшнего времени. Это бич сегодняшнего времени. Люди читают гороскопы, изучают астрологию, посещают специальные курсы астрологии, утверждают, что якобы небесные светила как-то влияют на судьбу человека, как-то влияют на события, которые происходят в этом мире. Это ложь, измышление. Астрология — это вид колдовства. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: «Ман иктабаса ильман мин нуджум, иктабаса шу'бата мин ас-сихр». Кто обучится какому-нибудь знанию из астрологии, тот обучился одной из разновидностей колдовства. Если хочет, пусть добавит себе этого знания. То есть знание колдовства. Сегодня с экранов телевизора, с нашего татарского канала люди говорят про гороскопы, говорят, что звезды
должны знать это и объяснять это людям. Это недопустимо. Далее, важный вопрос. Может ли человек пойти к колдуну, пойти к предсказателю, пойти к прорицателю, для того, чтобы получить там исцеление своим болезням, или чтобы было снято с него колдовство? Говорят, ну если колдуны на меня навели эту порчу, значит я должен пойти к колдуну, чтобы он снял с меня эту порчу. Нет, это неправда. Строго запрещено в исламе ходить к колдунам и прорицателям, поэтому посмотрите, что говорит тот, кого Аллах послал к нам, как учителя, как светоч, как спасение. «Лейса минна ман татайяра ау татуйяра ля, ау такахана ау такухина ля, ау сахара ау сухира ля». Не из нас, не из мусульман, говорит пророк алейхиссалату вассалям, те, которые занимаются гаданием, или те, для которых гадают, то есть приходят и говорят по гаданию. Не из нас, те, которые занимаются прорицательством, предсказанием, или которые просят, чтобы им предсказали будущее. Не из нас, те, которые занимаются колдовством, или просят, чтобы для них сделали колдовство. И сказано, тот, кто придет к прорицателю, а сюда относятся и колдуны, и предсказатели, и так далее, и поверит в то, что он говорит, тот не уверовал в то, что не спослано Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть такой человек является неверующим в Коран. Даже если просто придет он к колдуну, сказано, кто придет к колдуну, кто придет к прорицателю, спросит его о чем-то, просто даже не поверит, не будет принят от него намаз 40 дней, на протяжении 40 дней. Следующий вопрос, а вообще колдовство, оно имеет какое-то реальное основание, то есть действительно, есть ли какое-то действие у колдовства или нет? Потому что есть люди, которые говорят, что колдовства вообще не существует, это просто сказки. Мы скажем, как всегда, две крайности у людей. Одна крайность люди, которые обращаются к колдунам или занимаются им. Вторая крайность люди, которые вообще не веруют, что не верят, что есть колдовство. Колдовство есть. У колдовства есть действительно влияние. Да, колдуны своими чарами причиняют вред здоровью людей, жизни людей, причиняют вред семьям людей, отношениям между людьми. Это истина. Как мы сказали, иудеи, когда пришел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, знали, что это пророк Аллаха или нет? Знали. Знали, как знали, сказано, своих детей. Также знали, что это посланник от Бога. Потому что в их писаниях, в Таурате, то, что осталось у них от Таурата, там были записаны качества Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Они знали их, увидели, что все соответствует. Это и есть тот самый посланник, обещанный Богом. Но они не уверовали в Коран. Более того, они Таурат просто закрыли и все. И не стали обращать внимание на то, что там написано. А последовали зачем? За колдовство. И через колдовство начали пытаться вредить мусульманам, в том числе самому пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Лабид ибн аль-Ахсам, человек из иудеев, он, который пытался заколдовать пророка, алейхиссалату вассалам. Но Аллах, субхану тааля, спас его пророка, защитил его. Поэтому, да, колдовство, оно имеет действительно свои основания, то есть оно существует, но очень важно знать для нас, что никакое колдовство не повредит. И вообще ничто не способно повредить в этом мире никому, если на то не будет соизволения Аллаха субхану тааля. Как говорит Всевышний Аллах, «Вама хум бидаррина бихи мин ахадин илля биизниллах». Но не повредят они никому, иначе как соизволение Аллаха.